Сынару Алымкулова – профессор Института истории и социально-правового образования имени Эгемберды Маанаева Кыргызского государственного университета имени Ишналы Арабаева. Ее жизнь и работа связаны с исследованием традиций, культуры и истории двух народов – кыргызского и алтайского. Родом из Кушагачского района Алтая, она поступила на исторический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, где встретила своего будущего мужа. После окончания учебы они вместе переехали в столицу Кыргызстана, который в то время назывался Фрунзе. Надо сказать, что первые годы я сидела дома, воспитывала детей, а потом в 1991 году я вышла на работу, когда дети уже могли пойти в садик. Я вышла на работу в среднюю школу номер 64 учителем истории. Преподавала различные предметы истории с 5 по 9 классы. А потом меня пригласили работать на научную работу. Тогда Республиканский исторический музей. Он сегодня национальный исторический, тогда Республиканский исторический. И вот в стенах музея можно сказать, что я формировалась как историк. Тогда исторический факультет Национального университета, он был флагманом исторической науки в Кыргызстане, вот, наряду с Институтом истории Академии наук. И он был после распада Советского Союза переведен в опустевшее здание старого здания правительства. И находился, вы знаете, вот музей. Мы только что переехали из старого здания музея, освободившийся музей имени Ленина, потому что музей Ленина, он строился по всем республикам Советского Союза, и, в общем-то, они не отвечали назначениям музея. Там не было подлинников, там не было музейных экспонатов. Этот музей был копией Центрального музея Ленина в Москве. И поэтому после распада Союза было решено отдать его Республиканскому музею. И как раз музей переезжал. Я пришла работать в этот музей. Мы все надевали такие сапоги. Нам давали войлочные сапоги. Они назывались «Прощай, молодость», синие халаты. И вот в этих халатах мы перетаскивали экспонаты в здание музея Ленина. Вот так мы обжили это здание. А рядом в старое здание правительства переехал исторический факультет. С 1991 года Сынару Кадыровна начала профессиональную деятельность, преподавала историю в школе, а затем занялась научной работой в Национальном историческом музее. Ее исследования сосредоточены на этнологии, изучении происхождения народов, их духовной и материальной культуры, включая обычаи, жилища и фольклор. Я выросла в семье, где было 10 детей, 11. Еще один мой брат приемный, он был сыном моей апчи. Ну, как раньше было принято, она вышла замуж очень рано, 15 лет, 16 лет она овдовела и снова вышла замуж, а ее годовалого сына взяла моя мама. И вот у нас было 11 детей, старше меня были 2 сестры и 2 брата. Вот мой приемный брат, ну, сродный, да, и свой родной брат. И вот когда мои сестры вышли замуж, у нас в семье всегда было принято говорить «алагачты». И вот когда я стала изучать этот обычай «кыз алагачу», он полностью совпадает как на Алтае, так и в Кыргызстане. И уже как этнолог, когда я изучала этот обычай, я увидела его полное совпадение с тем, как на Алтае это было принято, и с тем, как здесь. И, допустим, алагачты говорилось в том случае, когда 2 молодых людей женились. Это ничего общего не имело с сегодняшними негативными проявлениями этого обычая. Эта традиция была такова. Значит, алагачты говорилось в том случае, когда
молодые люди любили друг друга, но по каким-то причинам они не могли пожениться. Например, существовал обычай бел-куда. Он есть и на Алтае, и тут. Когда два человека обязаны были друг другу жизнью. Допустим, во время войны один спас другого, ну или еще раньше во время охоты. И они клялись еще не родившихся детей в будущем поженить и породниться. Но дети вырастали, у них появлялись другие симпатии, и они вынуждены были бежать, чтобы жить среди другого племени. Или второй случай, он тоже полностью совпадает. У кыргызов существовала очень сильная экзогамия, которая помогла выжить как народу. И у алтайцев тоже. Например, нам отец в семье всегда говорил: «Кыпчак менен мундустарга тибегле, биздин чоң таекелерибиз». И мы знали, что нам нельзя выходить замуж за кыпчаков и мундусов, что это наши родственники. И такая же экзогамия существует здесь, у кыргызов. Значимую роль в жизни нашей героини сыграл ее супруг, который также посвятил свою жизнь истории. Его исследования были посвящены истории XX века, особенно Второй мировой войне. Работая в архивах Москвы, Ташкента, Алматы, Калининграда, он смог найти уникальные материалы. Например, благодаря его трудам стало известно о 7 новых героях Советского Союза из Кыргызстана, ранее неизвестных науке. Он изучал историю XX века. Если бы он не умер от ковида, во время ковида, то, конечно, бы он эту работу или продолжал бы, или уже закончил. И вот работа в архивах принесла вот эти неожиданные плоды. Оказалось, что не только Исмаилбек Таранчиев, о том, что он был героем Советского Союза, стало известно только в 1991 году, когда из рук Ельцина наш тогдашний президент Аскар Акаев получил это известие, и его потомки смогли получить эту золотую медаль Героя Советского Союза. А оказалось, что таких героев Советского Союза, неизвестных кыргызстанцев, еще 7 человек. Вот. И, может быть, он отыскал бы еще. Вот. Но я надеюсь, что еще придет новое поколение историков, которые будут изучать и дальше историю Второй мировой войны, и в рамках Второй мировой войны историю Великой Отечественной. И, конечно же, я думаю, что всплывут новые имена. Это вот как история репрессированных, это необъятная часть нашей истории. Также история Второй мировой войны, она по сути своей необъятна. И одному человеку это не успеть сделать. Это должен делать или коллектив научный, или этим должны заниматься многие поколения историков. Сынару Кадыровна среди своих трудов особо отмечает исследование, посвященное видному советскому партийному и государственному деятелю Баилы Исакееву. Позже, благодаря многолетней дружбе с дочерью Исакеева, началась работа над книгой, которая расскажет о жизни не только самого Баилы Исакеева, но и его дочери. Это исследование – пример того, как личная история может стать отражением судьбы целого народа. Я должна сказать, что когда в 1997 году мне сказали делать выставку Баилы Исакеева, для меня это было большой честью. И меня разыскала дочь Лариса Баилыевна Исакеева, единственная дочь, которая узнала только в зрелые годы, что она была дочь репрессированного премьер-министра или председателя Совнаркома. И вот 20 лет дружбы с ней принесли новые ощущения тех лет репрессий. И она все время просила меня написать книгу об отце. Всю жизнь она посвятила сбору материалов об отце. И все никак не могла найти время, чтобы сесть со мной. А без нее я не могла, потому что она просила об этом. И когда она умерла в 1917 году, я поняла, что книга только об отце была бы недостаточной, неполной, что надо написать и о ней тоже. И вот сегодня я как раз пытаюсь закончить вот эту книгу. Необходима поездка в Казахстан, Каскеленский детский дом,
куда она попала волею судьбы. Вот, и консерваторию имени Куляш Байсеитовой, куда ее отобрала комиссия, которая искала одаренных детей. И она выучилась в этой консерватории и стала первой виолончелисткой Кыргызстана. Вот, когда эта книга увидит свет, я надеюсь, что я вам тоже подарю экземпляр. Работы Сынары Алымкуловой демонстрируют, что исследование – это не просто способ изучать прошлое, но и возможность сохранить его наследие для будущих поколений. Она обращается к молодежи с призывом заниматься наукой, развивать исследовательские проекты и находить новые подходы к изучению истории и культуры. Настолько вот дети стремятся к знаниям, настолько то, что они попали в столицу, их вдохновляет, окрыляет, что я специально для них приготовила флешмоб «Люби и знай свою столицу». И вот рассказываю им, начиная вот с того места, где находится магазин «Тысячи мелочей». Там был старинный караван-сарай «Чёль», и вот там был центр. И вот начиная с этого центра, вот где стоит сегодня особняк купца Терентьева, где жил первый староста тогда Пишпека, и постепенно, как центр перемещался сюда, на площадь Алато, я им специально провожу эту пешую экскурсию, показывая первые дома с XIX века. И мы должны очень, как сказать, бережно относиться к нашим студентам. Мы должны к ним идти вот с таким намерением сеять разумное, доброе, вечное, потому что это основа нашего народа. Это студенты, которых я очень люблю. Это студенты, которые будут воспитывать дальше. Профессор Сынара Алымкулова – яркий пример того, как научные исследования способны соединить прошлое, настоящее и будущее, открывая новые грани истории и культуры. Ее жизнь – это не просто академический путь, а целеустремленное служение науке, культуре и просвещению. Ее труды показывают, что изучение истории – это не только способ понять корни народов, но и возможность сохранить их наследие, вдохновляя новые поколения исследователей.